Как сделать лестницу в деревянном доме? И сегодня нам об этом расскажет Сергей. Сергей, привет. Приветствую, Александр. Сергей, раскрой нам секреты, как сделать идеальную деревянную лестницу. Шаг ступеней, ширина ступеней, как вы рассчитываете количество ступеней, вид лестницы. Много вопросов. Чтобы лестница была удобная, комфортная, Ага. она должна быть хорошо спроектирована. И эта проектировка должна начинаться на стадии проектировки самого дома. Проект начинается с обмерного плана, мы переезжаем на замеры, делаем обмерный план, и по обмерному плану делается 3D-проект компьютерный, который мы скидываем заказчику, с заказчиком согласовываем нюансы и уже после подписания договора делаем проект в производство и отправляем его в производство. Надо учитывать изначально при строительстве обязательно лестничный проем. Ну, как и в любом строительстве, Да. при строительстве лестницы надо начинать с проектировки. Надо сразу же закладывать большие размеры. Уменьшить их всегда можно, но увеличить уже, как правило, это невозможно, потому что идут закладные, идут какие-то балки несущие и так далее. Уже увеличить уже, как правило, проем невозможно. И какой желательно бы проем был бы идеален для лестницы? 2900 на 1800. Вот это идеальный. Все, что будет меньше, это уже будет компромисс. Компромисс между удобством и размером лестницы. То есть, чем отличается дачная лестница от жилого дома? То есть, если на втором этаже расположены спальни, вы постоянно ходите туда, ваши дети ходят, приходят со школы, ходят туда. И вы лестницей пользуетесь постоянно. Она должна быть комфортной. Если лестница становится крутой и неудобной, то, как показывает практика, второй этаж превращается просто в чердак. Люди перестают там ночевать, перестают туда подниматься. Они просто скидывают туда весь хлам и живут на первом этаже. Вот эффект некомфортной лестницы. Когда двухэтажный дом превращается просто в дом с отапливаемым чердаком. Вот это пример, когда дом построен немножко не по, скажем так, не по проекту. Очень маленькая ступень увидеть. Площадка. Прям вообще неудобно, потому что проем очень небольшой. Расскажи, пожалуйста, идеальную ширину, идеальную глубину и высоту ступени. Да, в любой пятиэтажке, в любой девятиэтажке глубина ступени 300, высота 180 миллиметров, ширина метр. Ну, ширина не так критична, понятно это. А вот глубина и высота шага, глубина 300, высота 180. Есть разные виды лестниц. Двухмаршевая, одномаршевая, забежная. Какую вот вы рекомендуете для установки в загородном доме? Ну, естественно, двухмаршевая. Почему? Потому что двухмаршевая, опять же, это самый распространенный. В любой госорганизации, школе, детском саду, там, офисе, конторе используются двухмаршевые лестницы с определенным углом. И когда вы или ваши дети постоянно ходят весь день на работе, там, в школе, в садике, пользуются такими лестницами, они приходят домой, и они должны пользоваться дома такими же лестницами, чтобы им было комфортно, чтобы им не приходилось перестраиваться. То есть они пришли с работы, поднимаются на второй этаж, а там лестница другая, и они начинают запинаться, падать, ну и вы испытываете дискомфорт. Лестницы должны быть все близкие к ГОСТу. Лестниц с забежными ступеньками, угловыми так называемыми, это все-таки, на мой взгляд, это решение больше дачное. То есть для дачи, когда действительно надо сэкономить место, сэкономить лестничный проем, и вы на даче не часто пользуетесь вторым этажом, ну, поскольку вы там, да, приходите, быстро-быстро подняться. Для этого случая, вот это идеальное решение, да. То есть вы не тратите много места, вполне более-менее приемлемые удобства и пользуйтесь такой лестницей. Я вижу уже готовые технологические отверстия. Да. Вот первое. Вид материала — это массив или это фанера? Это самое распространенное наше решение. Это фанера, наша Монди, ну, сыктывкарская фанера. Она имеет класс экологичности Е1. У ДСП Е2 это Е1. Она может использоваться при производстве детской мебели. То есть это абсолютно экологичный материал. Понял. Экологичный и очень стойкий к любым атмосферным воздействиям. Почему в данном случае не массив? Потому что массив, ну, это опять же выбор, естественно, заказчиков, но я рекомендую всегда, все-таки, если бюджет ограниченный, останавливаться на березе.
на березовой фанере, на этой фанере. Потому что она имеет гораздо большую плотность, чем близкие, скажем, по стоимости сосновые ступеньки. Ну, самые распространенные это ступеньки из массива сосны. Да. И ступени из массива сосны, они очень мягкие, они не стойкие к каким-то механическим воздействиям. Согласен. То есть они там, если вы прошлись, там уронили что-нибудь, телефон, отвертку, молоток, там остается мятина, и это уже никуда не пойдет. Да. Второй минус ступенек из массива сосны – это их нестабильность. То есть при перепаде влажности, температуры их ведет, вот скажем, такая площадка, вы видите, она идеальная, да? Ага. Если мы бы делали ее из сосны, из массива сосны, то даже в процессе вот у нас и сборки ее могло бы повести уже. А это более бюджетное решение, и оно в разы более долговечное, надежное. Она покрыта эмалью. Угу. Это эмаль, то есть в 3 слоя эмали это одна и та же эмаль, то есть она и грунтовка, и финишное покрытие. И в случае какого-то повреждения вы просто спокойно, самостоятельно, даже кисточкой там как-нибудь можете ее спокойно отреставрировать. Да. В случае, когда используется массив, он тонируется там, скажем, самым распространенным каким-нибудь тонирующим маслом, потом покрывается лаком, да. Это получается 2 абсолютно разных слоя. Да. И в процессе, ну, чтобы отремонтировать деталь, ее надо полностью отшлифовать. Это почти что невозможно. Придется полностью менять деталь. Вы полностью поменяете деталь, вы ее покрасите, но она не будет совпадать с цветом остальных деталей. Я согласен. То есть это будет абсолютно не ремонтопригодная история. Здесь же у вас всегда есть номер цвета. Хоть сейчас, хоть через 20 лет вы по этому номеру цвета заказываете краску, и она будет совпадать со всеми остальными деталями. Еще самое, про что не надо забыть, если мы монтируем лестницу в деревянном доме, это регулировка под усадку. Заказчик в любое время там в процессе усадки дома приподнял, закрутил и все. Большинство считает, там ничего сложного сделать лестницу. Без форматника такую лестницу вы не сделаете просто, потому что невозможно детали, как многие считают, что там лобзиком или пилой можно ровно напилить детали. Это невозможно. Без хорошего форматного раскроечного станка вы деталь не напилите. Какой здоровый форматно-раскроечный станок. Да. Здоровенский. Так, сейчас покажу, как в данном случае делается царка крепежная. Вот так вот лесенка выглядит. К сожалению, по желанию заказчика перенесли монтаж перила, потому что он хочет поднимать материал, мебель крупногабаритную наверх. Поэтому будем зимой ставить перила, чуть позже. Они убраны, запакованы, ждут своего часа. Лесенка очень необычная, очень такая большая, огромная просто лестница с такими красивыми ступенями из массива березы. Это не сосна, не надо путать. Это очень прочная, долговечная береза. Необычная такая площадочка сделана для того, чтобы можно было любоваться в окно. Дорогие друзья, если вам необходимо помочь с лестницей в вашем доме мечты, обращайтесь, с радостью вам поможем. До встречи.